Джор Кудж «Орел седой» – это премьера Национального музыкально-драматического театра Коми. Прошла она на сцене концертного зала Сыктывкар. Автор одноименного рассказа – коми-писатель Владимир Безносиков, режиссер спектакля «Заслуженный деятель искусств России» Светлана Горчакова. Анастасия Тюрнина о том, как артисты вживались в новые роли, о сложных репетициях и, конечно, о юбилейном 30-м театральном сезоне. Артист Андрей Японишников стареет на глазах. Такова уж его роль. С персонажем Платоном, говорит, конфликтовал долго, никак не могли поладить. Но все же это произошло. В дом одной коми-женщины Сандры просится на ночлег пожилой мужчина. В нем она узнает своего мужа, того самого Платона. Он исчез много лет назад. Основная тема, конечно, благородство и сердобольность и любовь нашей женщины. Ну, может быть, это не важно не только финно-угорской коми, но и всех русских, российских женщин. Уметь прощать, уметь любить и быть добросердечным и сердобольным к людям, которые ошиблись, может быть. Простые декорации, нет нужного света. На чужой сцене особо не пошикуешь, говорят артисты. Поэтому главный упор художественного руководителя на актерскую игру. Тем более в мелодраме важно раскрыть всю душу, и это получается. Мы просто соскучились по артистам, по театру, по коми-языку. Очень этим горжусь, что у нас такой театр есть такие спектакли на родном языке. Каждая минута спектакля – новый взрыв эмоций. Чувства в спектакле разные – разочарование, обвинение, жалость, сочувствие и, конечно же, любовь. Дочь впервые видит своего отца. Тот рассказывает о своей сложной судьбе. Я до сих пор еще чувствую, и даже моя речь еще у Платона. То есть я еще не весь вышел из образа, поэтому у меня нет такого глобального фонтана. Одно я понял точно, что я останусь со своей Сандрой. Ну, я уверен, что у ребят настрой отличный, всегда боевой, потому что премьера – это всегда праздник. И театр – это всегда праздник. Будучи это драма или комедия, все равно для артиста выходящего и для зрителя театр должен нести светлое что-то. Сохранить боевой настрой в непростых условиях артистам помогает бесконечный юмор и сплоченность. Все невзгоды из-за отсутствия своей крыши над головой коллеги преодолевают в дружбе. Тем более в 30-й юбилейный сезон. За эти годы было поставлено более 90 постановок. Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми так называется с 2005 года. Появился он в 1992 году и назывался Республиканский театр фольклора. И тогда он действительно оправдывал свое название. Все постановки были на основе коми-фольклора. И главная задача была сохранить коми-традиции, национальность в театральных постановках. Это были и концерты, и спектакли. Далее стали ставиться уже и современные авторы. И репертуар сильно расширился. И в 2005 году состоялось переименование не только из-за того, что театр не только фольклор стал играть, но это и подняло статус самого театра. Все-таки национальный театр, он обычно единственный в республике. О строительстве нового здания Национального театра говорили на минувшей сессии Госсовета. Его планируют построить в новом микрорайоне Югычой. Он будет возведен между Сыктывкаром и Эжвой. Эта новость – большой стимул для труппы. Все, что делается театром, это делается для нашего зрителя, для коми-людей, которые проживают в нашей республике. И поэтому, безусловно, задача Национального театра – ставить пьесы по произведениям наших национальных авторов. Это первая задача, да, поддержать их. И, естественно, наши национальные авторы, они всегда говорят больше о жизни, быте, культуре коми-народа. И поэтому то, что нам ближе, потому что на это ходит и наш зритель. Работа творческой группы Национального театра не угасает. Сейчас готовят «Идиота» на коми-языке и завершают постановку «Сказки для детей». Ну и, конечно, репетируют юбилейный «Капустник». Отметит свой юбилей труппа в конце января. Анастасия Тюрнина, Виктория Денисова, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».